Может быть, надо проводить больше разъяснительной работы, каких-то семинаров обучающих. План на 25 год составлен. Что касается 2024-го, он выдался непростым для всего агропромышленного комплекса региона. Но со всеми трудностями удалось успешно справиться. Одно из направлений деятельности филиала Россельхозцентра, которое успешно реализовывалось в течение года, продвижение семян отечественной селекции. В 2024 году мы госзадание выполнили как бы в полном объеме, без каких-либо замечаний, как по семеноводству, так и по защите растений. Я думаю, также мы продолжим в 2025 году. Как я уже сказал, мы в этом году подтвердили свою компетентность по испытательной лаборатории, чтобы мы могли как бы дальше выполнять свои функции по определению посевных качеств семян. Оптимизировали работу регионального Россельхозцентра благодаря еще и тому, что открыли информационно-консультативный пункт, где фермеры и садоводы-любители, все, кто ведет личное подсобное хозяйство, смогут получить консультации. Здесь же на месте можно закупить проверенные семена и удобрения. В общем, дальше только больше. Мы недавно заключили договор с НИИ Лукьяненко и заложили опыт на 10 этих опытов, там, где у нас и пшеница, и ячмень. Будем доводить опыт до конца. Если получится, также покажем нашим сельхозтоваропроизводителям, как себя показывают новые сорта пшеницы и ячменя. Одна из главных задач Россельхозцентра – проверка качества семян. Благодаря фитоэкспертизе сотрудники контролируют состояние семенного фонда и решают вопросы его защиты. Нам нужно большой акцент сделать на закладке, по закладке демонстрационных опытов. В принципе, эту работу мы делали неплохо. В этом году, мы знаем, впервые как бы в республике был заложен опыт твердой пшеницы на площади 10 гектаров, где мы провели семинар совещания нашими сельхозтоваропроизводителями, с представителями сельхоза. Эту работу мы продолжаем. Также в этом году Россельхозцентр провел работу по открытию в школах аграрных классов. Занятия проходят в рамках внеурочной деятельности. Цель – выявление профессиональной направленности и обеспечение углубленного изучения отдельных школьных предметов. Мы все знаем, что и в республике, и в России есть как бы дефицит кадров, особенно в сельском хозяйстве. И мы как бы стараемся, особенно это Назранский аграрный техникум, с кем мы плотно взаимодействуем, стараемся проводить для них экскурсии в нашей лаборатории, вывозим их с нами как бы с собой в наши поля. В общем, работы много. Главная задача – вывести филиал на новый уровень и продолжить плодотворную работу с сельхозтоваропроизводителями. Хава Гагиева, Билал Ахильгов, Магаз 24.